أبزير اللي خوب شاي يشهد بيحتمي جتو خرخارتو بأبس نزفن شجاع ماجو أفت بأخذ سرج رخية درخو آية جرى يسكو. Астамур производство микрозелени ацетса уже больше года на рынке, правильно? Как появилась идея производить такой достаточно специфический продукт? Как это все начиналось? Начиналось все очень просто. Идея была создать такой продукт, которого не было в Абхазии. Естественно, одно из самых востребованных направлений – это туризм. Туризм непосредственно связан с ресторанным бизнесом. И вот мне начал изучать различные направления, которые можно открыть здесь. И вот как раз-таки одно из направлений, на котором я остановился, это производство микрозелени. Мне было интересно, как это работает, почему именно микрозелень стала востребованным продуктом. Этот тренд только появляется в России, то есть он не совсем так активно развит. И вот хотелось попробовать здесь. Ну, давайте разъясним, что такое микрозелень. Вообще есть такое мнение, что оно больше для вегетарианцев, зожников. Вот что скажете вы? Ну да, если говорить о полезности, то микрозелень очень полезная, потому что если вот сравнить даже тот же редис, который мы можем купить на рынке, из одного семени получается один плод. А при выращивании микрозелени мы используем там 4-5 грамм этих семян. И первые их ростки, которые на протяжении 10-12 дней всходят, они содержат вот эти вещества, которые полезны для нашего организма. И вот, наверное, для людей, стремящихся к правильному питанию, здоровому образу жизни, это очень подходит. Но это не основной, как сказать, продукт, который используется для питания. То есть в них больше витаминов, минералов, да, нежели, вот если говорить от взрослого продукта, то есть… Концентрации больше. Да. То есть если вы съедите пол-лотка микрозелени или одну редиску, естественно, концентрация полезных веществ будет разная. Культур существует очень много. Порядка 30, это то, что мы можем вырасти. У вас в данный момент? Да, у нас есть семена, все, и по запросам мы это можем вырасти. Основными направлениями, которыми мы сейчас занимаемся, это микрозелень и пищевые цветы. Цветы тоже подразделяются на разные виды. Мы используем пока виолу, бегонию и вот фиалку. Из микрозелени у нас основной продукт – это горох, щавель, кровавая мэри, базилик, фиолетовый редис. То есть 4-5 наименований, которые пользуются спросом. Ну, мы к этому еще вернемся. Вот сейчас хотелось, как технологический процесс, с чего начинается? Вообще, насколько он сложный? Может, вы нам что-нибудь продемонстрируете? Первое, над чем надо задуматься, это температурный режим и влажность. То есть необходимо помещение, которое позволяет определенный уровень влажности и температуры настроить. С этого надо всегда начинать. Затем уже нужно понять, какие культуры необходимы, на что есть спрос. Вообще происходит посадка. Для начала нам необходим корекс, затем земля, но мы используем нейтральный торф, который привозим с Российской Федерации, вот в таких больших бэгах по 300 литров. Привозим семена, вот это, к примеру, семена гороха. Каждый из видов семян нужно сначала предварительно некоторые замачивать, некоторые обрабатывать. К примеру, горох нужно сначала замочить, потом он должен прорасти день-два, он должен надышаться воздухом, кислородом, а потом уже его нужно сажать. Как это происходит? Берете пульверизатор, самый обычный, накачиваете воздухом, поливаете и, соответственно, уже потом готовые семена равномерно распределяете по всему корексу. Сейчас они не подготовлены, но могу продемонстрировать.
очень простым таким движением. Вот насчет семян, вот я прочла, что семена микрозелени качественные найти не так легко. Не так легко, согласен. Пример даже с горохом. У нас было несколько поставщиков, и от партии к партии у них бывали различные сложности. А мы узнаем о том, что семена некачественные, когда он уже начинает прорастать. Только на этом этапе. Да, мы его закупили, привезли сюда, потратили финансы на это все, посадили, и только через 3-4 дня понимаем, что всхожесть у него плохая. Теперь, чтобы нам заранее, заново заказать, мы опять должны потратить 7-10 дней, чтобы свои семена получить. Качество семян – это, наверное, 90% успеха, потому что без качественных семян ничего просто не вырастет. Бывало такое, что земля приезжает зараженная каким-нибудь мотыльком маленьким или белокрылкой. И, естественно, это тоже возникает проблема, потому что надо будет обрабатывать перекисью водорода маленьким составом, чтобы каким-то образом повлиять на эти микроорганизмы. Это получается на один лоток вам столько семян нужно? Да, на один лоток, в зависимости от культуры, тратится определенное количество семян. Далее мы их накрываем в такое парниковое состояние, они должны 2-3 дня побыть. У нас есть что-то аналогичное, что уже... Да, после того, как мы его посадили, проходит 5-6 дней, и мы видим уже сформировавшуюся корневую систему, и, соответственно, уже первые ростки пошли. Примерно через 4-5 дней при правильном содержании, температуре, влажности и тщательном поливе у нас будет такая шапка, которая уже будет готовой продукцией. Через сколько дней? Примерно 12-14 дней с момента посадки. Это все культуры так получается? Нет, это что касается гороха. К примеру, если мы будем говорить о базилике, нас привыкли называть арахан. Да, это базилик фиолетовый, он растет примерно месяц, ему сейчас 2 недели. То есть он еще подрастет у нас. Астамур в объемах сколько можете производить? Мы можем в месяц производить до 3000 корексов. И, соответственно, с определенной периодичностью. Основной объем у нас, естественно, летом. Мы работаем с крупными нашими ресторанами, их больше 40. Это и Гагра, и город Сухум, и Новый Афон, и Кудаута. То есть в основном вся наша западная часть. Зимой, конечно, это определенные события. Это День Победы, Новый год, Пасха. Это такие праздники, когда уже активность клиентов в ресторанах значительно выше. Использую микрозелень почти во всех блюдах. В частности, не всегда, конечно, люди любят, но они, по сути, просто не знают. Мне приходится объяснять, что это полезно и так далее. И для блюда тоже красиво. Немногие знают, что в каждом ростках, которые выращивают, есть свои определенные свойства. Это в каждом. То есть в крест-салате, допустим, хорошо для организма, для ногтей, для волос, особенно для девушек. То есть в рацион, если добавлять, то это очень полезно на самом деле. Но вы больше исходите из того, что это полезно или элегантно все же придумано? И, конечно, для подачи блюда, конечно, это тоже красиво. В ресторане «Леон» мы на протяжении долгих лет используем микрозелень. Сейчас здесь покупаем, но раньше мы с Российской Федерации привозили. Сочи, с Адлера постоянно оттуда привозили. Там несколько культур. Какими именно вы пользуетесь? Какими видами? То, что есть в наличии на самом деле. В частности, это горошек, редиска, свекла. То, что есть настурция, листья настурции очень красивые, да. Астамур, ошибок на старте не было? Перелил, не долил, высохло, высокая температура? Ошибок было очень много. Начиналось все, естественно, как раз с ошибок. Но потихоньку их приходилось исправлять. Если говорить вообще о любом деле, которое ты начинаешь, неважно, это микрозелень или любое производство, всегда надо быть готовым к тому, что будешь ошибаться.
потому что, исправляя ошибки, ты получаешь опыт и, соответственно, двигаешься дальше. Были ситуации, когда выключили свет, была жара, кондиционер не работал, и, соответственно, весь урожай сгорел. То есть, а в этот момент поступают заказы, но ты их не можешь отправить, потому что качество твоей продукции неудовлетворительное. И находил силы, начинал все делать заново и, соответственно, доходил до того, чтобы эта продукция не портилась. Сегодня уже, за 2 года мы с нашей командой уже нормально шишек набили, так что мы уже ошибок практически не допускаем. Мы понимаем, что есть вероятность того, что что-то попортится, но это естественный процесс, который в любой организации он существует. Кто вам помогает в этом деле? Сколько у вас человек? Дело это мы ведем с моим партнером, его зовут Адгур Гривапш. Мы вместе расширились. То есть год назад я принял такое решение, что мне нужен партнер, потому что физически и морально одному вести такое производство достаточно сложно. И вот мы вместе уже переехали в это помещение, расширили ассортимент и, соответственно, начали это все уже продвигать вместе. Работает у нас летом это 2 человека, сейчас вполне один справляется. То есть у нас есть сотрудник, который приходит ежедневно и, соответственно, поливает, смотрит, сажает. Я правильно понимаю, что вы ничем не удобряете? Нет, мы не используем удобрения, не используем химию. Мы пользуемся только натуральными из препаратов. Это биогумус. Это биологический препарат, который позволяет питать определенные виды растений. Его мы добавляем только в период активного роста и используем просто нашу воду. И обычную зелень вы не выращиваете? Нет, обычной зеленью мы не занимаемся. Это немного другое направление. Но также мы... У вас есть плантации в Восточной Абхазии? Плантациями их пока сложно назвать, но теплицы у нас есть. У нас есть партнеры, с кем мы выращиваем рукколу, японскую капусту мизуну. И в прошлом году мы посадили спаржу. Рукколу и мизуну круглый год она растет, но с меньшим темпом, естественно, зимой. Спросом эта продукция пользуется. Спаржу мы уже планируем в мае получить первый урожай. Вы сказали, самое главное здесь температурный режим. Влажность. Влажность, да. свет, естественно, важен, потому что здесь подбирается определенный свет под определенную культуру. У вас здесь достаточно тепло, светло, зелено. Да, стараемся, чтобы нашим растениям было комфортно. Как мы начинали? Мы объехали все наши рестораны и с подарками. Каждому привезли микрозелень и сказали: попробуйте, посмотрите, насколько вам это будет нужно и интересно. И потихоньку на протяжении 2 лет мы собрали порядка 40 ресторанов по Абхазии. И что важно, у нас огромное количество специалистов, именно шеф-поваров, приезжает в Абхазию работать. И даже мирового уровня. К примеру, могу сказать, у нас был шеф-повар в ресторане Гаруда. Он огромный опыт работы имеет. И, соответственно, с ним мы очень много интересных направлений, в том числе и цветы, мы начали по его рекомендации выращивать. Наверное, год мы с ним поработали активно, потом уже ему предложили другую работу, и он с Абхазии уехал. Никакого плана продаж у нас нету, потому что мы не можем навязать план продаж ни одному ресторану. Мы можем просто сделать какой-то прогноз на определенные культуры. Это можно сделать летом, когда повышенный спрос. Зимой это сделать очень сложно, потому что мы исходим из того, когда нам придет заявка. Заявка может прийти на какое-то мероприятие, либо на какой-то праздник, либо банкет, и, соответственно, мы эту заявку им отправим. Если говорить о рядовом потребителе, то есть вы уже больше года, 2 года уже есть, как вы на рынке, это и сарафанное радио, наверняка это и соцсети, то есть приходят ли по рекомендациям на летний сезон? По рекомендациям приходят, но тоже ресторан между рестораном. То есть это физлиц, это практически не касается. Мы сделали
продукцию в Корексах со своим логотипом, разработали бренд, написали контактный номер. Ну, наверное, 2 человека нам набрали из огромного количества там проданной продукции, там рукколы. Только 2 человека нам набрали и что-то спросили, задали какой-то вопрос. В Инстаграме активность тоже бывает, но она тоже носит такой реактивный характер. Вот какое-то событие, кому-то что-то необходимо, он хочет удивить своих гостей, тогда ему нужна продукция. Наверное, минус этого продукта то, что его вот мало знают, чтобы вывести на рынок. Ну, сложно судить. У нас традиционное общество. У нас взгляды на что-то новое, они такие, с осторожностью мы на это все смотрим. Можем это попробовать, но постоянно применять это в своем там ежедневном рационе не будем, потому что нам это не знакомо. Немножко нужно время, чтобы люди к этому привыкли. И сегодня, как вы сказали, в супермаркетах где-то вашу продукцию мы не встретим. Да, зимой продукцию встретить сложно, потому что очень холодно на улице, а хранить в таком температурном режиме не представляется возможным. Мы поставляем рукколу в Корексах, местный продукт. И вот я думаю, что весной уже можно будет, когда потеплеет немножко, уже какую-то продукцию увидеть в супермаркетах. Ну вообще магазины готовы к продажам микрозелени? Если есть человек, который ухаживает, либо реализует там овощи, фрукты, который может полить ее, то в ту точку продажи мы понесем. У нас самая активная точка продажи – это гастроном «Волна». Сколько она так может стоять в магазине? Если вот, допустим, температурный режим сохранять, щавель может стоять там месяц и не испортиться. Главное его правильно поливать. Если говорить за горох, на протяжении 10 дней он спокойно живет. То есть правильное хранение. Да. Стоит такая зелень больше обычного, то есть, правильно? Да. 1 лоток, вот это лоток даже, правильно? Да, это лоток щавеля, Щавеля. кровавая Мэри. Ага. Он у нас самый дорогой, потому что растет там больше 2 месяцев. Ежедневно за ним нужен уход, полив, температурный режим. Вот такой лоток стоит 500 рублей. Ну вообще, если говорить о ценовой политике, минимум и максимум? От 150 до 500 рублей. Ага. Самый дорогой у нас щавель. Вот мы выращивали там подсолнечник, редиску зеленую. Вот их мы реализовывали по 150 рублей за лоток. Продукция не дешевая, потому что и производство его тоже не дешевое. То есть очень много нюансов, где необходимо внимание именно со стороны специалистов. Щавель, кровавая Мэри. Она самая у нас капризная и самая дорогая в обслуживании. А что больше всего пользуется спросом у потребителей? Горох. Горошек, да. Горошек, он интересный по своему виду, он знакомый всем. Это все равно, что там стручковая фасоль по вкусу. И усики гороха все когда-то в детстве пробовали. И потому для всех он какой-то привычный. Многие культуры, они хоть и на вид могут не быть знакомыми, но на вкус практически все мы знаем. К примеру, также можно определить редиску. Мы сейчас вот ее перестали зимой выращивать, вот летом будем. То есть переносится вкус все равно? Да, если вы просто возьмете там маленький листочек и попробуете его, вы сразу скажете, что это именно редиска. Микрозеленью мы пользуемся уже давно. Вообще их бизнес в Абхазии достаточно недавно, это где-то примерно 2 года. Мы с ними сразу начали сотрудничать, у них хороший ассортимент микрозелени. Опять же, у них есть представлено как руккола, как мята. Мята не дикая, мята такая пушистая, но красивая, специальных сортов. Микрозелень используем для украшения блюда, для эстетического, чтобы красиво было. Опять же, это полезно. Но в основном это и полезно, и красиво. То есть как-то так. Где-то раз в 2 дня мы по-любому закупаем. Когда мы делаем, например, микс из микрозелени, мы можем, сделать из нее какой-то салат. То есть там какие-то несколько видов, зелени смешать. То в основном это используют зожники, в основном это используют для лечения, у него много витаминов, для лечения желудка и так далее, то есть используют. Это я должна угадать?
Попробуйте. Так, а так просто можно есть, правильно? Конечно, С корнями, да. это экологично. Вот я сейчас то же самое сделаю. Это базилик, орегано. Да. Ну, переносится вкус от Ярко взрослого выраженный вкус, да. экземпляра. или Почему вот именно вот это и ценится? Маленькое растение, но вкус насыщенный. как. Да. То есть, если его добавить там в салат, вы сразу поймете, какие вкусы присутствуют. Это у нас виола мелкоцветная. Ее в народе называют анютины глазки. Мгм. Она также используется для украшений блюд. В основном это десерты, может быть коктейли, тортики. В салатиках тоже, да, В встречается. салатиках тоже бывает. И для декора, да. Это в основном для декора. По вкусу они, я бы не сказал, что вы их узнаете, потому что вкус у них специфический. Ну вот они не Да. только красивые, но и съедобные Я получается. могу вам Давайте. цветочек виолу дать попробовать, он кисленький на вкус. У меня дочка очень любит их, когда приходит. Кислый, да, но кислый. приятный все равно на вкус. Да, вот мы даже Даже остается какое-то послевкусие. когда участвовали в ярмарках на ГОМе, мы тоже использовали для украшения бегонию, и дети как раз подходили, салатики и цветочки обязательно добавляли. И всем очень нравилось. Ну, а с тому что скажете? Есть ли условия для малого бизнеса в Абхазии? Насколько благоприятны эти условия? Я бы так сказал, если говорить только о проблемах, то можно говорить вечно. Но если есть идея, надо стараться воплотить ее в жизнь. Самое сложное, наверное, что у нас есть в Абхазии, это дорогие финансовые ресурсы, дорогие кредиты. Финансов найти очень сложно, надо искать различные пути там, партнерских отношений, чтобы как-то развивать какое-то направление. Вот, наверное, это самая большая проблема для предпринимателей. А так, в плане там, развития, я думаю, что очень много направлений, которые можно использовать. Самое главное, вот мы начали с микрозелени, мы уже выращиваем рукколу, спаржу. Просто надо цепляться за те возможности, которые у тебя есть. Все получится при желании. Планируем развиваться в разных направлениях. Сейчас вот мы готовим теплицы к летнему сезону. Будет у нас спаржа свежая, микрозелень. То есть у нас будет определенный спектр товаров, которые мы сможем поставлять в наши рестораны. Вот пока такие планы. Что касается экспорта, это уже, наверное, будущее. Со спаржей мы это планируем, но это не ближайшая перспектива, потому что там очень много нюансов. Надо правильно упаковывать, определенный есть ГОСТ по размерам этой спаржи. То есть там много нюансов, которые, пока мы о них не задумываемся.